Казахстан сегодня является лидером по привлечению прямых иностранных инвестиций в Центральноазиатском регионе и имеет достаточно высокий уровень инвестиционного потенциала. В прошлом году правительство совместно со Всемирным банком в целях реализации этого потенциала разработало национальную инвестиционную стратегию страны на период с 2018 до 2022 года. Основной задачей данной стратегии является увеличение притока прямых иностранных инвестиций. В то же время важнейшей задачей данной стратегии является стимулирование к реинвестициям и удержание действующих инвесторов. Также в стратегии определены приоритетные страны для привлечения инвестиций. С учетом экономических возможностей было определено более 30 потенциальных стран, инвестиционных доноров. Из них 11 стран, в том числе Франция, для нас являются наиболее приоритетными. Для работы с каждой из этих стран совместно с Министерством иностранных дел мы разрабатываем индивидуальный подход и конкретный план действий. Как вы знаете, перед правительством нашей страны поставлена задача по вхождению в число 30 самых развитых стран мира. Для достижения этой цели в Казахстане создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций. Хотел бы остановиться на ключевых системных мероприятиях, которые реализует наше правительство в рамках этой задачи. Первое. Мы создали национальную кампанию по привлечению инвестиций, компания «Казахинвест». Она имеет сеть зарубежных представительств и региональных филиалов. Есть наши представительства во Франции. «Казахинвест» выступает в качестве единого переговорщика от имени правительства с целевыми транснациональными компаниями и крупными инвесторами. Многие новые инвесторы, французские компании, знают эту компанию хорошо. Второе. Для инвесторов в Казахстане предлагаются специальные преференции, такие как освобождение от таможенных пошлин, налоговые льготы, налоговые каникулы, натуральные гранты, субсидирование, решение вопросов, связанных с инфраструктурой. Наш комитет по инвестициям подписывает инвестиционные контракты с иностранными инвесторами для обеспечения льготного режима для реализации проектов в Казахстане. Третье. В Казахстане функционирует 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны с разной отраслевой направленностью. Участники специальных экономических зон также имеют пакет льгот и услуг по принципу одного окна. Для участников индустриальных зон государство обеспечивает всю необходимую инфраструктуру. У нас есть хорошие примеры, когда французский бизнес работает на специальных экономических зонах в различных регионах Казахстана. Четвертое, это мы проводим крупномасштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий. Для продажи было предложено порядка 800 различных активов в различных секторах экономики. Это компании в горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли, энергетике, транспорте, связи, инфраструктуре и в других направлениях. На принципах государственного и частного партнерства реализуются проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, строительства, автомобильных и железных дорог. Следующее, мы уделяем особое внимание аграрному сектору. Здесь большое количество компаний представлены сегодня французских, которые работают в сфере пищевого сектора, в АПК. Мы реализуем государственную программу агропромышленного комплекса до 2021 года. Об этом сегодня уже говорилось компания «Лакталис». Предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе субсидии для производителей переработки и переработчиков сельхозпродукции. В соответствии с посланием президента нашей страны, бренд «Made in Kazakhstan» должен стать эталоном экологических чистых продуктов, аграрный сектор – новым драйвером экономики нашей страны. Мы приглашаем французские компании принять самое активное участие в реализации проектов по производству таких продуктов. Следующее направление работы правительства – это с учетом рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития разработан новый кодекс о недрах недропользований. Он принят в декабре прошлого года и вводится в действие с июля текущего года, 2018. И одним из основных вопросов, которые будут решены с принятием нового кодекса, является применение принципа «первый пришел, первый получил». Это австралийская модель, которая активно работает сегодня в мире. Открываются новые недра для иностранных инвесторов. Поэтому приглашаю французские компании принять участие в новых открывающихся возможностях в сфере геологии и недропользования. Более того, мы готовы дальше работать с инвесторами для реализации проектов в сфере геологоразведки
практически по всем видам полезных ископаемых, по меди, золоту, свинцу, цинку, других металлов. Мы готовы предложить свободные месторождения для сотрудничества. Уважаемые дамы и господа, Казахстан находится в самом сердце Евразии, между Европой и Китаем. На территории в радиусе 2000 километров от Казахстана проживает почти 500 000 человек. Кроме того, членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе открывает общий рынок союза емкостью почти 180 миллионов потребителей. В настоящее время проводится последовательная работа по формированию новой архитектуры евразийских трансконтинентальных коридоров. Мы наблюдаем последние 4 года ежегодное двукратное увеличение транзитных перевозок из Китая в Европу и видим, если первые годы это были поезда One Way, только из Китая в Европу, то сегодня загрузка почти 70%, есть обратная загрузка. И что интересно, большой поток продукции именно с Франции идет в направлении Китая, это французская продукция пищевой отрасли. Учитывая транзитный потенциал Казахстана, в 2015 году мы подписали план сотрудничества по сопряжению казахстанской новой экономической политики Нурлы-Жол и китайской инициативы «Экономический пояс шелкового пути». И активно продолжаем процесс интеграции транспортно-логистической инфраструктуры центральноазиатских стран Китая, России в направлении Европы. Уже сегодня совместные инфраструктурные проекты, казахстанско-китайские терминалы в морских портах Китая, сухой порт на границе с Китаем являются региональными хабами и обеспечивают устойчивый рост показателей экспортно-импортных транзитных перевозок в направлении Европы из Китая. Для нас это является новой точкой роста. Мы видим себя как надежного и одного из основных транзитеров между рынками Европы и Китая. В целом, хотел бы сказать, что те меры, о которых мы сказали, должны обеспечивать привлекательный инвестиционный климат в Казахстане. Мы хотели бы еще раз пригласить французские компании принимать самое активное участие в использовании возможностей Казахстана. Казахстан за 25 лет независимости стал инвестиционным лидером или магнитом для инвестиций в Центральноазиатском регионе. Более 70% всех инвестиций, которые пришли в Центральную Азию, пришли в Казахстан. Сегодня мы проводим дальнейшую работу по либерализации нашей экономики, по улучшению инвестиционного климата. Поэтому мы еще раз хотели бы вас пригласить в Казахстан.